Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Мы почувствовали локоть России. Сказали, пусть там два татарина между собой разбираются. Он не был таким, пока не приехали татары. Давайте так скажем. Первый юбилей Крымской весны. Началось обрушение стены, и продолжают детей водить в детский сад. Ничего там не рухнуло, поверьте мне, моим седым волосам. Ни в одной школе таких дверей нет, это срам. Школы и детсады. Уровень повышенной опасности. Застегнуть ботинки не мог, там наклониться. Задыхалась, дышать не могла. Умерший уже человек смог спасти несколько безнадежно больных пациентов. Второе рождение или кто дает надежду на жизнь? Когда Крым был украинским, это казалось абсурдом, по крайней мере нам, родившимся в СССР. Царский жест Никиты Хрущева, который росчерком пера подарил полуостров Союзной Республике, обернулся огромной геополитической проблемой. Учитывая настрой нынешней украинской элиты, можно не сомневаться, что уже сегодня в Севастополе швартовались бы корабли 7-го флота США. Крым вернулся в Россию. На этой неделе отмечается первый юбилей Крымской весны. И, оглядываясь на события пятилетней давности, можно с уверенностью сказать, что, по сути, России не оставили другого выбора. Это как цугцванг в шахматах, когда любой ход только ухудшает позицию. Приходится выбирать наименьший ущерб. И не всегда до конца понятно, насколько правильным был этот ход. И здесь только время может быть судьей. Крым вернулся в Россию со всеми проблемами депрессивного региона. Советской еще архитектурой и советской инфраструктурой. Кто там побывал, меня поймет. И теперь вся страна фактически участвует в восстановлении полуострова. Наша республика, как вы знаете, шефствует над Бахчисарайским районом. Это уникальное место в Крыму с богатой историей, неповторимой природой, выдающимися памятниками древности. Один ханский дворец Бахчисарая чего стоит. Кстати, хочу напомнить, что Казанское ханство всегда было настолько тесно связано с крымским, что крымские ханы правили на Казанском престоле. Эти многовековые связи получили сегодня новое развитие. После судьбоносного референдума делегация Татарстана одной из первых направилась в Крым, где было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. Президент Татарстана Рустам Минниханов тогда заявил, что бизнес Татарстана готов инвестировать в Крым. Я уверен, подчеркнул президент, что Татарстан будет надежным и хорошим партнером. Наш корреспондент Тимур Бекмурзин вернулся с полуострова, где царит вечная весна. Россия, не наше поколение ходило. А когда вот этот референдум произошел, и было ясно, что большинство за Россию, вот старожилы в нашем дворе, бабульки, они говорят, вы знаете, такое ликование было 9 мая 1945 года. Как это все-таки мало 5 лет, когда еще свежи воспоминания о событиях Крымской весны 2014 года, когда не стерлись из памяти последствия экономической блокады Украины территории Крыма. Мы почувствовали локоть России. Когда взорвали нам вышки, блокада была энергетическая, тут вся Россия привезла сюда генераторы и все. Как это много 5 лет, когда российский Крым стал практически не узнать, когда успехи заметны и молодежи, и людям постарше, а Симферополь, столица Крыма, в эти дни сияет от счастья. Люди стали добрее, улыбаться стали, город привели в порядок. Вообще Крым весь строится, один мост чего стоит. Да вообще, в принципе, все очень много поменялось и намного лучше стало. Better before than many people be walk here, better good and enjoy. Дороги, мост, очень активно строят трассу Таврида.
Сегодня Крым переживает настоящий строительный бум. Быстрыми темпами возводятся различные инфраструктурные объекты. Заработал новенький аэропорт в Симферополе. О знаменитом Керченском мосту вы все хорошо знаете. А это еще один знаковый объект – трасса Таврида. Она пронизывает весь Крым и соединяет Керченский мост с городом федерального значения Севастополем. Теперь Крым навечно связан с большой Россией, а Крымский мост стал главным символом национального единения. Но одного, даже такого грандиозного сооружения мало для полноценного экономического роста. Нужна сеть автомобильных дорог и внутри полуострова. Для Бахчисарайского района Крыма это огромный стимул для повышения его инвестиционной и туристической привлекательности, считает Рифат Дердаров. Крыму нужен трамплин. Он оторвется, еще придет время, мы придем, поможем. Многие улыбались, смеялись. Мы уже начали подниматься. Вот, Аллаха шкур, вот это Таврида. Причем Камдорстрой у нас строят казанские ребята. Тоже на удивление так получилось. Или специально так дали, сказали, пусть там два татарина между собой разбираются. Ну, может, кто-то думал, что не получится, но у нас отношения очень хорошие, очень теплые. Они реально помогают. Сейчас, когда весь Крым работает только на созидание, а вся Россия ему в этом помогает, вспоминать энергоблокаду хочется все меньше и меньше, признается Рифат Дердаров. Но иногда это все же полезно делать, чтобы понимать, кто твои настоящие друзья, а кто враги и злопыхатели. Татарстан был в этот трудный момент рядом с братским народом Крыма. Это было страшно. Я помню, я утром позвонил Рустаму Нургалевичу и попросил у него свечки. Он так удивился, когда, говорит, мне тут Шамиль Хамидович перезвонил. Он говорит, все что-то просят, и свечки попросил. Я дал количество 20 тысяч. Через сутки пошла машина, привезла 30 тысяч тогда свеч. Волонтеры отработали, и в каждый дом заносили, и говорили, что это Республика Татарстан, это первое плечо. Был момент, когда я обратился к главам Республики Татарстан. Когда я набрал, я говорю, ребята, мне надо генераторы. Знаете? А я говорю, сколько? Я говорю, 10 штук. Вот остальное вроде я закрыл, 5, если можно. Через 2 или 3 дня самолетом переслали сюда. Это на удивление было самолетом генератор, чтобы... Наша Республика Крым, такое ощущение, что она была чуть-чуть в спячке, так сказать, знаете. Сейчас мы проснулись, развиваемся, очень много делается, конечно, много проблем. Конечно, нужно быть объективным. Большинство сельских поселений в Бахчисарае находятся в тяжелом положении. Их даже близко нельзя сравнивать с татарстанскими селами, например. За 5 лет перемены большие, но они пока не кардинальные. Поэтому эти яркие ФАПы, ветеринарные пункты, которые построил Татарстан, смотрятся цветными пятнами на общем сером фоне разбитых дорог, заброшенных зданий. Местные жители радуются им как дети, наверное, еще и потому, что видят в них своеобразный знак будущего возрождения их сел. И надежды эти не лишены оснований. Мы никогда слово «модуль» не понимали, мы никогда не понимали, что так можно это быстро сделать. Я был на заводе у Марселя Зуфаровича там. Я был там с ним вместе на совещании, и я понял, что я отсюда уеду с ФАПом. Знаете, они еще, может, сами не понимали, да, но почему-то я уже почувствовал, что у нас будет. За это время вот мы установили, построили 21 ФАП, также здание скорой помощи, патологоанатомическое отделение. Это просто прекрасно, ФАП появился. Мы за это рады всегда. Было бы очень хорошо, если бы сельское хозяйство здесь развить. Здесь много мест, полей много. Аграрный сектор наряду с туризмом для Бахчисарая в числе главных приоритетов. Примером мог бы стать опять же братский Татарстан. Передовые технологии и инвестиции из республики помогли бы местным фермерам быстрее встать на ноги. Потенциал у них приличный, но развитие отстает. Хотя инфраструктура вокруг, благодаря помощи из Татарстана, становится все лучше. Эта скважина, пробуренная специалистами из нашей республики, обеспечила чистой водой целую деревню Нововасильевка, где проживает более 800 человек. Крепнут и спортивные связи между Бахчисараем и Татарстаном. И этот обмен опытом, безусловно, на пользу всем. Ребята-боксеры из местной детско-юношеской спортивной школы недавно побывали с дружеским визитом в нашей Елабуге. Тренер Мамед Едкаров, в прошлом сам прославленный боксер, с теплотой вспоминает эту встречу добрых друзей и соперников. Было очень приятно, что нас хорошо встретили, подарили нам костюмы. Вообще, как лучших гостей встречают, так, наверное, только могут, родители своих детей могут так встречать. После этого нам подарили ринг, мешки, экипировку, перчатки.
Все четко, пацаны хорошие. И вас встретили там тоже четко, и вы к нам приехали, тоже, думаю, неплохо от нас говорили. Да, спасибо. Уже тот факт, что этим ребятам, как и всем крымчанам, сегодня не нужно думать о выживании, достижение. Первая пятилетка после Крымской весны – общий успех всей страны. Для Республики Татарстан особенно отрадно наблюдать, как развивается и становится краше братский Бахчисарайский район. Свой первый юбилей вместе с Крымом отметит в этом году и этот местный парк миниатюр – ровесник Крымской весны. Бахчисарайский парк миниатюр – уникальное место для всего Крыма. Здесь можно увидеть все. 86 дворцов-музеев в масштабе 1:25. Более 250 героев мультипликационных фильмов и огромный контактный зоопарк, где вы можете встретить 890 особей животных и птиц. Сказочное место. Смотрю, здесь и детская площадка, и аллеечки, новенькие красивые фонари, дороги. Мы здесь раз в полгода как минимум бываем, поэтому парк, конечно, радует. Бахчисарай в переводе с крымско-татарского «дворец-сад». Кстати, и по-татарски то же самое – Бахча-Сарае. Этот город, район притягателен, прекрасен не только своей древностью, как-никак именно здесь располагалась столица Крымского ханства на протяжении 2,5 столетий, но и живописностью, извилистыми улочками, уютными кафе и ресторанами, историческими памятниками. А сам воздух напоен ароматами гор, степи, леса, моря. А что больше все-таки предпочитают крымские татары, чай или кофе? Только кофе, особенно гостям. Вот сейчас он образует пенку, и все, и я разолью всем. Без пеночки это получается, что ты не умеешь варить кофе. Гостеприимный и очень богатый, духовно в первую очередь край. Он не был таким, пока не приехали татары. Давайте так скажем. Пусть это будет политически, но я скажу. А сейчас на каждом шагу чебуречная, на каждом шагу самса, везде лепешки, ну все есть, понимаете? Вот оно теплит как-то. При Украине рынок у них вообще не было, одно название рынок. А там на перекрестке 2-3 бабушки сидели, там домашние яйца продавали. И зелень, мелень так. То сейчас 3 рынка здесь вот. Вот рядом с нами школа строится, если видели, да? Школа, садики во всех 6 микрорайонах. 2 садика строят, да. Вот школа. Да. Алла Верца, пожалуйста, собирайтесь с семьями, друзьями, близкими, родными. Приезжайте, а мы встретим. Вот кто вот многому взяли от Татарстана, дружить мы умеем. Наши двери открыты всегда. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников при содействии постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым. 7 дней. А сейчас о десятилетке самозанятости, что стартовало с января этого года в 4 регионах России. Напомню, пилотный проект реализуется в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Минэкономразвития уже предлагает расширить режим на всю страну уже с 2020 года. А глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин ранее и вовсе заявлял, что это должно произойти осенью этого года. Но стоит ли спешить? Прошедший на неделе Совет по предпринимательству при президенте Татарстана был посвящен теме самозанятых. Точнее, огромному количеству нерешенных или возникших проблем при уже действующем законопроекте. Как обычно, написали на бумаге, да забыли про овраги. Оврагов, кстати, предостаточно. Есть несогласованность между различными государственными службами. Появились и необоснованные требования к самозанятым. Все подводные камни в репортаже Светланы Спириной. Зульфия Файзрахманова – одна из первых самозанятых в республике. Из тени вышла, заплатила первый налог в 600 рублей, но в действительности же кондитер работает в тени. Перед налоговыми сейчас уже чистенькие такие, работаем нормально по закону, а вот перед Роспотребнадзором нет. Существующим требованиям и нормам Санпин условия приготовления не соответствуют. Для наглядности хотя бы приблизительной всех стандартов вот вам картинка. Нужно увеличить стол, добавить столы, увеличить метраж квартиры. Впрочем, проще переселить Зульфию Файзрахманову на кондитерскую фабрику. Действующие сегодня нормы были разработаны для крупных цехов с тоннами продукции, а не для 10 тортиков в месяц.
За вот этот шоколадный торт у вас бы запросили 10 тысяч уже, да. Получить сегодня документ о безопасности домашних тортиков и капкейков настолько дорого, что фактически ставит прямой вопрос, а стоит ли легализоваться. Стоимость лабораторных исследований безопасности продукции домашних кондитеров примерно такова. Проверка губудии – 18 тысяч рублей, шоколадный торт – 10, домашний зефир – 7 тысяч рублей. На исследование нужно принести 2 губудии и прочих товаров в двойном размере. Если по желанию клиентов губудия не окажется изюма, значит снова за документами в надзорные органы. Кстати, от губудии бывший главный санитарный врач страны, приглашенный на совет по предпринимательству, отказался, посчитав ее не мужским блюдом. Самого Геннадия Онищенко Зульфия Фазерахманова боялась как огня. Вспомнить только его цитаты. Что в ней хорошего в японской кухне? Глистами только заразиться можно. Или гамбургеры даже без червей не есть правильный выбор питания для населения Москвы и России. Но ныне депутат Госдумы выступил в защиту самозанятых кондитеров, обещав лично подключиться к созданию новых правил. Тем более опыт у Онищенко есть. Специальные нормы в свое время были разработаны для частных пекарен. Упрощенные требования, во-первых, к безопасности и к качеству. И одним налетом у нас этого не получится. Вы только начинаете работать, значит, мы должны с вами совместно, и я готов участвовать в этой работе, хоть я не житель Татарстана. Впрочем, на привлекательные условия для самозанятых сегодня претендует малый бизнес. Полемика на совете по этому вопросу разгорелась нешуточная. Если мы говорим, что мы создадим для домашних самозанятых кондитеров новые доступные условия, то у меня, как у маленького предприятия, возникает вопрос о том, что у меня большая финансовая нагрузка, ответственность. Давайте говорить о том, что эти условия должны быть и для меня тоже. Давайте так, вы не фантазируйте. Нет, а вы против самозанятых, чтобы они дома ничего не готовили? Вы у нас у вас одно конкурентное преимущество, у вас расширенное производство. У вас есть производство, у вас есть нанятые люди, да? И с вами разберемся. Но лучше давайте с ней, ей дадим, ее защитим, в том числе и от вас. Вы уже сейчас, она еще ничего не продала, а вы уже ей завидуете и говорите, а как же мне быть? То есть вы будете первый ее конкурент. Впрочем, за этой полемикой, наверное, кроется ключевая проблема закона о самозанятых. Не захочет ли малый бизнес мигрировать в самозанятые, где условия более привлекательные? Не за счет ли этой миграции в новый режим бывших ИП может и вырасти количество самозанятых? Пока мы поставим знак вопроса в конце куплета. Мы сейчас винегрет сделаем неправильно. Вот самозанятый – это самозанятый. Мы четко должны вот это разграничить. Если он будет подменять индивидуальных предпринимателей, значит, их не будет, все уйдут вот сюда, перейти вход. О том, что на самозанятых пристально поглядывает бизнес, было сильно заметно на Совете по предпринимательству. На повестке дня тема «Самозанятые». 7 вопросов. На деле самозанятых в зале единицы, на что обратил внимание Геннадий Онищенко, а 4 из 7 вопросов о том, как бизнесу работать с ныне легализованными. Механизм самозанятых дает нам легально привлекать лучшие кадры со всей России. Не хочется, чтобы в один момент контролирующие органы пришли и сочли это как трудовые отношения и доначислили нам. Ну, то есть, это же повлияет в принципе на весь бизнес и всю работу. То, что касательно разграничения трудовых отношений и отношений в рамках гражданского трудового договора, здесь каждый вопрос индивидуальный. Александр Ильич, вы прекрасно понимаете, что это может привести к потерям регионального бюджета в рамках НДФЛ. Нет, подожди, но потерями. Если мы делаем систему сложной, ведь изначально идея Мишустина, чтобы все было очень просто. Необходима четкая граница между трудовыми отношениями и гражданско-правовыми договорами. В этом случае именно бизнес может стать локомотивом по увеличению количества самозанятых. Отдавать разовые заказы самозанятым им гораздо выгоднее, чем работать по трудовым соглашениям. И в предпочтении будут явно легализованные. Мы обратимся в Верховный суд с просьбой изменить эти разъяснения, дать более точные разъяснения по этому поводу. Мне кажется, это законодательно достаточно для того, чтобы налоговая на них ориентировалась. Если кто-то будет разграничивать это вот трудовой, это гражданский, значит, это коррупция будет, это целая мафия.
Если уж объективно взглянуть на ситуацию в целом, то пока у самозанятых статус налогоплательщика. И надеемся, пока многоточие в конце куплета. Первый налог 4 тысячи легализованных Татарстана уже оплатили. По всей же стране 40 тысяч самозанятых должны выплатить около 52 миллионов рублей налогов до 25 марта. Впрочем, хочется верить, что цель проекта не только в этом. У самозанятой Ксении Спиридоновой счет в банке как у физического лица, а регулярные поступления на него, конечно, вызывают подозрение банка, который легко может заблокировать и ее счет, и компании, с кем она сотрудничает. Банки нас не воспринимают всерьез. То есть, если есть статус физического лица, есть статус юридического лица, то у самозанятого статуса нет. Мы не то, не сё. На Совете предложили присваивать специальный код для самозанятых, на что потребуется решение Центробанка. Вопрос о праве самозанятого на участие в госзакупках не менее острый. Тендеров и лотов на суммы, которые потянут люди с новым статусом, пока не существует. Татарстан предлагает разбить лоты на меньшие суммы и ввести квоты, обязать заказчиков закупать определенный объем услуг и товаров у самозанятых, как это сейчас происходит с поддержкой малого и среднего бизнеса. Я бы предложил, Рустам Нургалиевич, если бы это было можно, сделать такую льготу, что 2 года с момента регистрации вот эти заказы распространяются только у самозанятых, которые зарегистрировались 2 года. Мы им тогда даем гарантированный рынок сбыта. Через 2 года они оперятся и на общих основаниях уходят на большие заказы. Оперятся и уйдут на большие заказы. Вот она, сверхзадача проекта, если смотреть дальше мобильного приложения. Владимир Путин поставил задачу: доля малого бизнеса в объеме ВВП России к 2024 году должна составить не менее 40%. Сейчас это немногим выше 20%. И, возможно, самозанятые помогут выполнить эту задачу, пусть и частично, при адекватных мерах поддержки, что сегодня обсуждает и предлагает Татарстан. Все-таки меры поддержки, которые бы стимулировали не приход сверху вниз, а приход снизу вверх. Да? Те, кто не регистрировался, чтобы они зарегистрировались. А вот дальше ИПшникам должны быть свои преимущества, которые бы стимулировали самозанятых регистрироваться как уже ИП, потом малый бизнес, а потом олигархами становится. Николь Гараева, 15-летний предприниматель, на Совете по предпринимательству стала своего рода неким символом происходящих процессов. Она продает через Инстаграм слаймы, то есть антистрессовые липучки для рук. Успокоительное на время пилотного проекта явно понадобится. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней. 10 марта в соседней Чувашии частично обрушилось здание сельской школы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Обошлось без жертв, как в этом случае принято говорить. По счастливой случайности были праздники, и в школе не было учеников. А это кадры из села Танайка, что в Елабужском районе Татарстана. Детский сад не дождался программы по капитальному ремонту и начал буквально разваливаться на глазах. По словам местных жителей, на 2-м этаже в туалете обвалилась балка. В Министерстве образования республики называют случившееся не иначе как ЧП. Тоже по счастливой случайности, как и в школе Чувашии, в это время в детском саду не было малышей. Повторить судьбу детского сада рискует и общеобразовательная школа в поселке Васильево. В Общероссийский народный фронт уже поступили сигналы об аварийном состоянии учебных заведений от родителей из Елабужского, Роднослободского, Зеленодольского, Кукмарского, Однинского, Мамадышского, Ютазинского, Дрожжановского, Кайбецкого районов, из Бавлов и Агрыза. Мы решили изучить, какие школы и детские сады срочно нуждаются в капитальном ремонте. Сергей Темляков подробнее. Данный садик посещает около 200 детей. То есть, да, и вот если бы данный случай произошел и полностью бы он обвалился, не в праздничный день, а в будни, да, то есть, была бы очень большая трагедия. Село Танайка, Елабужский район. Масштабы ЧП видны невооруженным глазом. На окнах детского сада подпорки, в стенах зияют дыры, которые, видимо, кто-то пытался замазать. Садику 41 год, был построен еще в 1978 году. Родители, отмечает Регина Саляхова, били во все колокола. Нужен ремонт. Да, он был запланирован, но только в 2021 году. Ведь в программу капремонта здания попадают по возрасту. Началось обрушение стены, и продолжают детей водить в детский сад. Это было в начале марта, и уже 7 марта уже прислали фотографию, как пошла информация о том, что обрушилась балка в туалете, то есть полное обрушение внутри здания, и детей сказали больше не приводить. Ничего я не буду говорить.
Большинство родителей малышей боятся что-либо говорить на камеру. Отмечают, что их попросили забрать вещи детей из детского сада. Мы решили зайти внутрь, чтобы оценить обстановку. Но сотрудница детсада заняла оборону. Заперлась изнутри, даже вещи родителям перестала выдавать. Я не могу с маленьким ребенком туда-сюда ходить, он у меня болеет. Уважаемая госпожа Киселева, завтра подойдете за своими вещами. Что вы делаете, подумайте. В один прекрасный день нам сообщили, что у нас в группе прорвало крышу. Мы, естественно, забили тревогу, почему так случилось. И нам заверили, что у нас в садике все хорошо, все прекрасно. Айгуль Хабибулина в садик водит двоих детей. Говорит, дочка жаловалась, что капает с потолка. Показывает нам сделанные фотографии. С просьбой помочь написала жалобу на портал госуслуг. Куда детей водить? Мы не знаем, что сейчас делать, как нам быть, потому что все родители работают. Я созвонился с МЧСниками. Исполнительный комитет поставил в известность. И где-то спустя минут, наверное, 40 мы все там собрались. Было принято решение демонтировать эту стену. Начальник управления образования рассказывает нам свою правду. Обрушения, говорит, не было. Беды ничто не предвещало. Садик посещают 117 малышей. Но 7 марта в конце рабочего дня поступил сигнал от заведующей. Она заметила трещину между оконными блоками. Интересуемся. Раскрывать нечего. Почему не пустили нашу съемочную группу внутрь? Ну, а мы там никого не пускаем, потому что все-таки, я же еще раз говорю, несущие стены у меня есть и у нас, у комиссии, которая туда выезжала, визуально, повторяю еще раз, что может быть какая-то аварийная ситуация. Ничего там не рухнуло, поверьте мне, моим седым волосам. То есть о нас, получается, побеспокоились, а подчиненных. Если аварийная ситуация возможна, почему в здании на момент съемки находились люди? Какая обстановка внутри, мы решили выяснить в МЧС. Руководитель пресс-службы предоставить нам информацию не смог, направил в исполком района. В конце недели в Министерстве образования сообщили, что специалистами Татинвестгражданпроекта проведено обследование здания и вынесено предварительное заключение о возможности эксплуатации при выполнении необходимых работ. Пока в районе ищут подрядчиков и планируют вновь открыть садик к лету, родителям предлагают водить малышей в соседнюю школу. Там определили кабинеты, где временно будет располагаться детсад. Ну, как мы видим, воды нет, средства личной гигиены тоже. Туалетную бумагу поставили при нас, грубо говоря. Можем заснять, и света тоже отсутствует. Поселок Васильево, Зеленодольский район. Школа номер 2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева. И здесь проблема ремонта начинается с туалета. Активисты ОНФ решили провести здесь проверку по жалобе родителей. Легкий доступ, не дай бог дети просунут руки, и плачевная история будет очередная. Вы взгляните, старая советская проводка. По поводу ремонта школы я начала обращаться где-то в 2014 году. Но постоянно получала отказы, так как в школе не было 30 лет. Теперь уже в школе доходит 35 лет, и все равно ее в капремонт не включают. У Маргариты Бахтиной в этой школе учится внучка. Всего здесь обучается около 1000 учеников. Тыгин, глава нашего Зеленодольского района, ответил, что денег нет и включать школу в капремонт не будем. Маргарита ведет нас по коридорам и классам, показывая изъяны. И ни в одной школе таких дверей нет, это срам. Рамы все гниют. Вот эта вот гниль, начинаешь открывать окно, и стекла вылетают. Я подписываю, чтобы не упало уже вниз совсем. Или сюда не вывалилось. Школа вообще, как видите, вообще в плачевном состоянии. Крыша протекает, в классу холодно, окна дуют. Туалеты вообще ужасные. Не хотим жить в красивых, хороших условиях, чтобы наши дети учились. Наоборот, только за. Нам очень обидно, что кадетской школе дают 48 миллионов, хотя у них уже вложено много. А нам очень обидно. Капитальный ремонт здесь предстоит сделать порядка на 100 миллионов рублей. Сумма большая для муниципалитета, она просто непосильная является. И единственный выход – это из республиканского бюджета финансирования просить. Данная школа, она не была включена в капитальный ремонт в предыдущие года, потому что она не соответствует условиям программы по году строительства. Обратились также от имени министерства в район с просьбой рассмотреть при формировании заявки района возможность включения данного объекта в программу на 2019 год. Но при поступлении заявки с района
В их заявку были включены 4 детских сада. То есть район не включил эту школу в заявку на программу капитального ремонта, хотя еще в мае 2018 года официально обещали. Вот документ, подписанный заместителем руководителя исполкома Афанасьевой. Цитата. «Указанный объект будет включен в заявку в адрес Министерства образования на проведение капитального ремонта образовательной организации в 2019 году». Конец цитаты. У нас в школе только на улице туалет. Это село Кутеево, что в Рыбно-Слободском районе. Ситуация здесь вообще на грани абсурда. На дворе 21 век, а дети вынуждены ходить в деревянный, неотапливаемый туалет, где, кстати, и воды-то нет. Это старая печка, можно убрать. И вот здесь можно сделать туалет. Место для строительства туалета внутри школы есть, и санитарные нормы позволяют, отмечает директор. Только ремонт до них никак не дойдет. Подсчитывал около 250 тысяч рублей нужно. Это получается и перегородки, да? Да, и перегородки, и двери, и унитазы, и все. Вот такая сумма. А вы обращались к руководству района, к управлению образования? Да, я обращался. Они обещали. Впервые, говорит Халидин Ахатов, о помощи районной власти они попросили в 2016 году. Вот уже пошел 4-й год, как ждут. Только на этой неделе с криком о помощи в Общероссийский народный фронт поступило более 2 десятков сигналов от родителей из районов Татарстана. Сейчас звонки проверяются. Сообщить о проблеме можно по телефону горячей линии 273 16 72. Чтобы выявить вот эти школы и обратить внимание властей на данную проблему. Поскольку речь идет о детях, о наших детях, которых мы воспитываем, за которых мы переживаем. С 2012 года в Татарстане реализуется программа капитального ремонта образовательных учреждений. На эти цели было выделено уже более 17 миллиардов рублей. Отремонтировано 1048 объектов. Перечень формирует муниципалитет, тех организаций, которые им требуется включить в программу в соответствии с лимитом. Мы собираем эту информацию с районов и дальше формируем окончательный перечень. Каким образом этот перечень формируют муниципалитеты? И нужны ли еще доказательства для того, чтобы эти школы и детсады попали в заветные списки? Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Не переключайтесь, смотрите после рекламы. Застегнуть ботинки не мог, там наклониться. Задыхалась, дышать не могла. Умерший уже человек смог спасти несколько безнадежно больных пациентов. Второе рождение или кто дает надежду на жизнь? А сейчас наша традиционная рубрика «Хэштег 007». И наш коллега Светлана Спирина готова рассказать о самом интересном, что произошло в интернете. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ильшат. Приветствую всех зрителей программы. И в числе топовых роликов скандалы с приставами, Почта России и школы. Итак, скандал разгорелся в Бавлинском районе Татарстана. Ученица разместила видео в социальных сетях, как ученики ее школы очищают крышу от снега. Этим двоим трос не нужен, просто они и так машины. Ну и, конечно же, страховка просто уровень божественный. Не, наверное, им весело. Ну ладно, тут только 3, если что, еще 500 учеников останется. Ученицы шутят, но уж если внимательно посмотреть на видео, под страховкой 1 ученик, если это, конечно, можно назвать страховкой. Судя по всему, учитель или завхоз держит трос одной рукой. Остальные несовершеннолетние уборщики снега в опасной ситуации. Прокуратура уже выясняет детали скандала, идет проверка. А вот в Варском районе жители местной деревни решили сделать работу за дорожников. Как восклицают криптоканалы, так и хочется написать, глядя на это видео, классическое «Как тебе такое, Илон Маск?», но даже ему не под силу понять всю гениальность народного творения. И вновь в эпицентре Почты России очевидцы разместили в социальных сетях процесс разгрузки машины с посылками. Надеюсь, там не ваши телефонные планшеты, процесс, потому что напоминает скорее игру в баскетбол. Вот бросай, что ты. Трехочковый. На.
И еще одно видео, внимательно, которое стоит изучить сотрудникам надзорных органов. Рыбак в Болгаре снял на видео последствия массового мора рыбы. Подо льдом у пристани дно усеяно мертвечиной. Причины пока неизвестны, но вот видео действительно шокирует. И скандал в отделе службы судебных приставов Новосавиновского района. У посетительницы произошел скандал с заместителем начальника. Женщину начали выгонять из кабинета. Девушка, вы или туда, или сюда? вы меня побейте, давайте, я сниму это на камеру. Я 2,5 года сюда хожу. Посетительницу обвинили в том, что она пришла не в приемный день, а она заявила, что приставы вообще не работают. За 2,5 года дело не сдвинулось с мертвой точки. Оценку происходящему сейчас будет давать уже руководство ведомства. Ильшат, в завершении традиционный вопрос вот по школе в Бавлинском районе. Что это, на ваш взгляд? Халатность, отсутствие денег в школе традиционно, безалаберность директора? Но это, конечно, и халатность, и безалаберность, потому что заставлять детей чистить крышу на 3-м этаже без страховки – это очень опасно. И трагедии подобные уже были, когда люди, которые чистили крышу, просто срывались в пропасть. Я считаю, что, конечно, это недопустимо, и руководителей, которые это допустили, нужно просто наказывать. Но, скорее всего, это произойдет. Спасибо, Ильшат. И я благодарю всех зрителей за внимание. Вам удачной программы далее. Спасибо, а нашу программу продолжит традиционный обзор недели. На неделе Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Ижевск. В Татарстане традиционно уделяется повышенное внимание работе с талантливой молодежью. Об этом Рустам Минниханов заявил на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе о реализации мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению. Заседание прошло под председательством Игоря Комарова. В этот же день Рустам Минниханов принял участие в совместном совещании секретаря Совета безопасности России и полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Мероприятие было посвящено дополнительным мерам по обеспечению безопасности дорожного движения, а также теме диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. В пятницу Рустам Минниханов принял участие в Дне наставника в рамках конкурса управленцев «Лидеры России». В этом году финал конкурса проходит с 13 по 17 марта в Сочи. Рустам Минниханов с 2018 года является наставником конкурса управленцев «Лидеры России». Представители бизнеса вносят большой вклад в развитие и сохранение татарских сел. Об этом в субботу заявил Рустам Минниханов на пленарном заседании 8-го Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В этом году в работе форума приняли участие более 800 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов России. Сегодня очень важно сохранить наш родной язык, традиции, богатую культуру. Однако в городе это сделать очень сложно. Наша основа – это село. Поэтому необходимо его поддерживать, создавать условия для комфортной жизни. В этом году в республике будет реализовано 40 различных программ, больше половины из которых направлена на развитие села, подчеркнул Рустам Минниханов. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан. С основным докладом выступил вице-премьер Василий Шахрадиев. Об основных итогах реализации государственной программы сохранения и изучения развития государственных языков Республики Татарстан и других языков Республики доложил министр образования и науки Рафис Бурганов. В завершение заседания представители Института прикладной семиотики Академии наук презентовали русско-татарскую языковую пару в системе для профессионального перевода «Смарткат». 46-е заседание Государственного совета 5-го созыва откроется 18 марта в 10 часов утра. Такое решение было принято на заседании Президиума парламента, который провел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. В Казанском Кремле государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения Ментимир Шаймиев провел совещание по вопросам строительства первого полилингвального образовательного комплекса в Казани «Адемнар. Путь к знаниям и согласию». По первому комплексу мы уже вышли на строительную площадку. Нам под силу качественно и вовремя реализовать такие проекты. Надо учитывать и то, что год сдачи первого комплекса 2020. Это год столетия республики, отметил Ментимир Шаймиев. На этой неделе наше внимание было приковано к Зеленодольску. Сначала митинг жителей аварийных домов под лозунгами «Не хотим переезжать, оставьте нас в своих квартирах». Затем визит судебных приставов к тем, кто самовольно проживает в аварийном жилье, подвергая свою жизнь и жизни своих близких опасности. Ведь большинство домов старше, чем сами жители. Строили их во времена войны. На некоторых объектах износ более 70%. Но жить в опасности предпочитают более 80 семей Зеленодольска. В ситуации разбирался Дмитрий Аринин.
Судебный пристав должен работать. Такой поздний визит к тем, кто припозднился с переездом. Для аварийщиков, что продолжают самовольно жить в ветхих опасных домах, это уведомление – последнее предупреждение. Дальше штраф и принудительный переезд в безопасное место, свои новые квартиры в новостройках. Приезжаем по адресу вместе с представителями исполнительного комитета, в данном случае они являются взыскателями, проводим исполнительные действия по скрытию помещения, из которого должник должен быть выселен, описываем данное имущество и перевозим в то помещение, которое указано в исполнительном документе, куда должник должен был переехать добровольно. Сейчас у зеленодольских приставов 134 таких исполнительных производства. В минувшие выходные, несогласные с условием переселения, вышли на митинг. Не надо молчать, товарищи! Не подписывайте никакие ипотеки! Вы никогда не расплатитесь! Никогда! Зачем надо было столько домов признавать аварийными? Признали бы столько, сколько потянут, и расселили бы без вложений собственников. Всего по Зеленодольскому району аварийными признали 190 домов. Каждый прошел экспертизу, есть судебные решения. Как констатируют специалисты, износ доходит до 70%, уже были обрушения. Есть действительно, когда вот фундамент рушится, когда достаточно появляются большие щели, там может крыша обрушиться. Там ведь признание аварийным тоже идет не только там по одной какой-то, то, что обои чуть-чуть отклеили, все на аварийные. Там ведь есть свои критерии, то есть от износа там многих элементов здания и зависит, что он аварийный. Это переселение проходит по масштабной программе. На нее в Татарстане выделили более 5 миллиардов рублей. По ней в новое жилье переехали более 20 тысяч человек. То есть абсолютное большинство аварийщиков. Вот у нас трехкомнатная квартира. Здесь у нас кухня. Одна из таких счастливых семей – чита Ивановых. Они переехали из трешки в трешку, при этом прибавили 9 квадратов. Плюс в квартире уже была чистовая отделка. Жили мы на первом этаже. Ну, в целом тоже квартира была неплохая, но старая есть старая. Холодная, первый этаж. А здесь уже требуется сейчас большого ремонта в той квартире, требовалось. Но здесь у нас 73 квадрата. Я считаю, что лучше вкладывать деньги в новую квартиру, платить за новую квартиру, чем вкладывать в старое жилье. Неизвестно, сколько оно там еще простоит. Сейчас в Зеленодольске за свое небезопасное жилье держатся 82 семьи. Оставшись квартировать в опустевших домах, они рискуют нарваться на мародеров. Есть дома, которые проживают 2-3 семьи. То есть, действительно, в данных домах уже проживать опасно, так как уже есть, залезают мародеры, то есть, и поэтому граждане к нам обращаются, и им предоставляется жилые помещения маневрного фонда Зеленодольского муниципального района для временного проживания и дальнейшего уже переселения в дома, которые они уже переселяются по программе. Как объясняют в Минстрое Республики, противиться переселению глупо. Иного пути, как свою квартиру в новостройке, нет. Придется покинуть помещение всем семьям, которые остались и проживают в аварийном жилье. Эта ситуация неизбежна. Работа ведется только по жилым домам, которые реально являются аварийными. Мы, как власти, обязаны обеспечить безопасность этих граждан и переселить их в те новые квартиры, которые построены для них. Как добавляют в Минстрое, никого на улицу не выгоняют. За всеми аварийщиками закреплены новые квартиры. И это не только Зеленодольск. По соципотеке можно переехать и в Салават-Купыре. Кстати, уже готовится и федеральный законопроект, который поможет получить льготу тем, кому социальная ипотека не по карману. Дмитрий Айринин, Алмаз Зиединов, 7 дней. Разруха не в клозетах, а в головах, говорил герой «Собачьего сердца» профессор Преображенский, который, как известно, проводил фантастические операции и даже чуть не сделал из собаки человека. Давайте вспомним мастера Михаила Булгакова. В середине 20 века он умер от почечной недостаточности. Жил бы писатель сейчас, то его бы непременно спасли, сделали бы пересадку органов. Кстати, ровно 32 года назад, вот такой же весной в России была проведена первая операция по трансплантации сердца. Татарстан – несомненный лидер в области высокотехнологичной медицины. Еще в 2011 году в РКБ и МКДЦ были проведены первые операции по пересадке печени и сердца пациентам, которые были безнадежно больны. В этом году планируется провести 10 операций по пересадке печени. Операцию по пересадке сердца ждут 14 человек. А тех, кто дает надежду на вторую жизнь, в репортаже Эльзиры Юзаевой. Я тогда ничего не мог делать до операции. Я уже все. Элементарно даже вот застегнуть ботинки не мог. Там наклониться, встать. Уже одышка была.
Ему было всего 37, но он чувствовал себя глубоким стариком. Жизнь в его сердце постепенно угасала. С каждым днем оно билось все слабее. Диагноз врачей был подобен приговору. У Сирени Авзалова диагностировали сердечную недостаточность. Это сложное заболевание сердца, при котором сама мышца постепенно теряет сократительную способность. Все методы лечения в этом случае бесполезны. Пересадка сердца – это был единственный шанс на спасение. Я не верил сам до конца. То есть она Но жена мне поддержала, дала надежду, все будет хорошо. Сирень до последнего не верил, что ему, слесарю из Азнакаева, могут сделать такую сложную, дорогостоящую операцию. К тому же, где найти донора с его редкой 4-й отрицательной группой крови? Сирень признается, что тогда он не думал о себе. Он искренне переживал за семью, 2 детей и жену, которые могут остаться одни. Как будут платить кредиты и жить на одну зарплату? Кто поднимет детей на ноги? Но его супруга Регина до последнего верила в чудо. И это чудо случилось. Ну, там недолго мне вот повезло. 2 месяца я ждал всего. Такие хорошие специалисты. Все такие вежливые. Медсестры, все абсолютно врачи такие хорошие. Вот эти врачи мне жизнь подарили вторую. Спасибо им большое. Это история с благополучным концом. И таких историй в мировой медицинской практике уже тысячи. Тысячи человек по всему миру живут новой жизнью, которую им подарили врачи. Пересадка сердца считается самой сложной хирургической процедурой. В этом процессе, как правило, участвуют десятки специалистов. Кардиологи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи, медсестры. Операция длится 7, а то и 8 часов. Это тонкая филигранная работа. Все это время, то есть 7-8 часов, бригада врачей стоит у стола неотрывно. Ни одного лишнего вздоха, ни одного лишнего движения. Только представьте себе, что за несколько часов хирург может позволить себе лишь осторожно переступить с ноги на ногу. О трансплантологии ходит много всяких мифов о том, что есть какие-то черные трансплантологи, есть еще какие-то там грязные дела, связанные с этим. На самом деле я могу совершенно ответственно сказать, что трансплантология настолько сложна, что сделать ее как-то неофициально абсолютно невозможно. А особенно это, если мы говорим о сердце. Для этого нужен огромный многопрофильный стационар. Вот уже 13 лет в кардиохирургическом центре МКДЦ проводят сложнейшие хирургические операции на сердце. Из них последние 9 лет, начиная с 2011 года, здесь проводят трансплантацию сердца, то есть его полную замену. За эти годы такие операции провели, казалось бы, всего 6 пациентам. Еще 14 человек ожидают своей очереди. Дело в том, что самое сложное – это найти подходящего донора. Донорское сердце, которое подойдет именно ему, пациент может ждать долгие годы. Количество посмертных доноров гораздо меньше, чем потребность в органах. Причин этому очень много. И одна из основных – это низкая информированность и низкий уровень освещения этого вопроса, как в медицинском сообществе, так и в обществе в целом. Донорами сердца становятся умершие люди, которым диагностировали смерть мозга. Доноры могут дать свое официальное согласие на трансплантацию их органов еще при жизни, что готов сделать не каждый. После их смерти это решение также должно быть подтверждено родными погибших, что тоже является исключением, а не правилом. Чем больше будет понимание того, что донорство – это большая некая гуманистическая миссия, которая направлена на то, чтобы умерший уже человек смог спасти несколько безнадежно больных пациентов. Я 2 месяца температурила, мне кашляло, прямо ночью потела, не могла даже, задыхалась, дышать не могла. Все эти воспоминания теперь ей кажутся не более чем страшным сном. Теперь она живет новой, другой, здоровой жизнью. Люция Минимолина приехала из небольшой деревни Куркачи Высокогорского района. В республиканской клинической больнице она проходит обследование. Врачи за ней будут наблюдать еще не 1 год. Возможно, несколько лет Люция будет принимать лекарства, которые будут помогать ее организму не отторгать чужой орган. Как мне сказали, операция 7 часов шла. Я перенесла
Она имеет свои осложнения, свои нюансы. Но если операция произведена безукоризненно, то шансы на выздоровление у пациента высокие. Все остальные пациенты, они наблюдаются и лечатся у нас в поликлинике периодически, стационарное лечение получают. То есть наша задача, чтобы человек с диагнозом цирроз печени максимально долго жил со своей печенью. Потому что трансплантация это все равно это уже безысходность, да? То есть когда уже другого выхода нет. И все же в будущем эта наука будет развиваться в сторону создания искусственных органов. Кстати, именно в Татарстане несколько лет тому назад человеку заменили его сердце на искусственный аппарат. Пациенту внедрили железное сердце на время ожидания донора. А это значит, что в будущем железный человек с железным сердцем – это будет уже не герой фантастического фильма, а весьма реальное воплощение сверхидеи людей, которые сегодня борются за жизнь. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. И в завершении нашей программы нас с вами ждет продолжение эксклюзивного интервью с человеком, о котором в последние годы говорят много, кроме того, говорят много разного. С писательницей Гузель Яхиной. Гузель Шамилевна татарка, родом из Казани. Но мы встретились с ней в Москве, где она живет уже 20 лет, еще в преддверии 8 марта. И в первой части интервью говорили, конечно, на женские темы. В первую очередь о ее первой книге «Зулейха открывает глаза», существующей уже более чем в 30 переводах. Еще раз вынуждены предупредить наших зрителей. Гузель Яхина, увы, не говорит о личной жизни. В настоящем у нее есть семья, есть 14-летняя дочь. Но это все, что мы знаем, да и то не из ее уст. Но это, конечно, не значит, что с писательницей, кроме ее книг, больше не о чем поговорить. Сегодня мы впервые покажем ее детские фотографии, ее родной дом в Казани, любимое место в Москве. А также познакомимся с издателем Еленой Шубиной, человеком, который разглядел в свое время большое будущее в казанской писательнице и дал путевку в жизнь первому ее роману «Зулейха открывает глаза». Итак, продолжение эксклюзивного интервью Гузель Яхиной прямо сейчас. Она идет, шагает по Москве, сегодня уже смело и решительно, потому что вместе с ней столь же летящей походкой плывут по стране ее герои. И проходят они вместе с ней и тундру, и тайгу, и волжские просторы близ города Саратова, и Казани, и небольшие деревеньки у богатых собов. Она не сделала героев из своих героев, а они не сделали героиней ее, но, кажется, она уже заслужила право быть замеченной в толпе и быть названной по имени. Гузель Яхина. Но здесь же ведь не все еще, наверное, да? Да нет, не все. Много книг на руках у нас. Люди записываются даже в очередь и берут. Из существующих 15 экземпляров обоих романов Гузель Яхиной в библиотеке богатых собов ежедневно отыщутся штуки 2-3. А остальные неизменно на руках. Те, что перед нами, явно не страдают от равнодушия. Потрепанные, подштопанные, подклеенные. Вот он, лучший подарок автору. Автору, который, кстати, сам сделал подарок и оставил свой автограф на каждой из них. Богатые собы – это родина бабушки и дедушки Гузель Яхиной. Заметьте, никто не прикарманил такие-то раритеты, потому что Яхина, она тут своя, хотя родилась и жила в Казани, а теперь и того дальше, в Москве. Вы здесь рядом живете, и Да-да. здесь же рядом находится ваш творческий кабинет. Да-да, это вот мой район, где я живу уже с 2001 года. И здесь-то как раз улицы исхожены, дома все знакомые. ВДНХ совершенно родное место, потому что каждый павильон я видела, как он там с 2000 года перестраивается, достраивается, сносится, возникает что-то новое. Поэтому вот этот район, конечно, он мой, да, и здесь я чувствую себя дома. А остальные районы в Москве, ну, не могу сказать, что это мой город, наверное, до конца еще все-таки не мой. А Казань, конечно, она вся моя. Я там родилась в центре, выросла в центре. Там я приезжаю каждый раз просто вот, ну, такое совершенно мое пространство, которое дает всегда энергию, мысли дает новые, силы дает. Родной дом в Казани.
самый центр города, Катановский переулок. Ведь мы с вами почему-то так и думали, что Гузель Яхина вряд ли прожила свое детство за бетонными ширмами серых многоэтажек. Остальное легко отыщется в интернете. Закончила факультет иностранных языков, в 99-м уехала в Москву. Мы можем лишь присовокупить к нашему рассказу вот эти детские фотографии. Их не найти в интернете, они из личного архива. Представьте себе, уже вот в этом возрасте всем вокруг было очевидно, что ребенок растет необычный. Она в год говорила, можно было с ней вот так беседовать, а в 2 года она читала все подряд. Мало кто этому верил, и мой папа всегда говорил: «Казам, не говори, что ей 2 года, скажи ей 4-5 лет, вот такая маленькая крохотулька сидит, вот, а только загладить кто-нибудь». Я знаю, что первые несколько лет было очень тяжело. И вы прошли через это. Наверное, каждому, кто переезжает в другой город, первые несколько лет тяжело. Поэтому ничего необычного здесь нет. Она всегда мечтала о кино, но не поступила в Авгик, и лишь в 2013-м хватило смелости, как она сама говорит, пойти в школу кино. Там рождался и писался ее первый роман о Зулейхе. Изначально писался именно как киносценарий, что, кстати, заметно в нем и сейчас. Это и был сценарий. История родилась как сценарий, поэтому, конечно, эта вот сценарная закваска, она чувствуется внутри. И сцены решены кинематографически, через образы я старалась их решать. И структура такая совершенно киношная. Там есть четкое разделение на эпизоды, есть центр, такая центральная поворотная точка. Вот та сцена, где Зулейха рожает сына, роды, это вот если вы книжку пополам переломите, там она и будет примерно. Это вот та самая структура, которая была в сценарии, она же перешла и в роман. Я просто рада, что удалось написать сначала хотя бы 1, потом хотя бы 2 романа, потому что у меня теперь 2 ребенка. А что же касается этого самого важного человека в жизни писателя, издателя, то мне невероятно повезло, конечно. Я не могла мечтать, что я окажусь в редакции Елены Шубиной. Я знала Елену Даниловну только заочно. Первую прочитала ее наша замечательная писательница Людмила Улицкая. Прочитала она, показала своим агентам, и литературные агенты уже прислали мне. Для меня это был, как для издателя, случай, о котором мы всегда мечтаем. Я прочитала первые 50 страниц и тут же позвонила агенту и сказала: никому, пожалуйста, больше не показывай. Я это беру. Даже не дочитав до конца. Вот меня эту первую именно часть, она меня просто заворожила. Я даже не искала ее, честно говоря, и не могла надеяться, что как-то наши пути пересекутся. Но вот вышло так, что благодаря литературному агентству роман, рукопись была отправлена как раз Елене Даниловне Шубиной. И она ее как-то вот так достаточно быстро захотела издавать. Это, конечно, был такой переломный момент в жизни. Любому писателю, опытному и неопытному, как и любому человеку, зрелому или нет, а всегда хочется видеть друга рядом с собой. Издатель Елена Шубина для Гузель Яхиной как тогда еще в 2015-м, так и сейчас и психотерапевт, и оптимист, и куратор в одном лице. Одним словом, издатель, каким он и видится писателю в мечтах. Редкая и удачная форма симбиоза. Обе друг для друга хрустальная мечта. Замысел своей новой книги Гузель Яхина в первую очередь приносит сюда. А ведь не каждый издатель безоговорочно примет что-то даже от известного автора. Стабильный интерес очень. И второй роман подстегнул интересы к первому. Вот это вообще вот для нас, издателей, это мечта, когда выходит следующая книга писателя. А это всегда такой немножко риск. Думаю, что, может быть, это будет автор одной книги. Знаете, так бывает. Но вторая книжка вышла, и она не просто имеет такой же точно успех, как вот и Зулейха, но еще и она как-то расширила круг читателей, что читатели как-то даже так сейчас поделились на поклонников Зулейхи и поклонников «Дети мои». Ну, а кто-то говорят, что просто писательнице им нравится во всех совершенно разных видах. Романы же действительно очень разные. Насколько мы можем судить, идея ее третьего романа существует пока в виде лампочки, даже здесь, в этих стенах, где конфиденциально обсуждается все. Откровенно говоря, нам вполне пока хватит и тех 2, что есть. Тем более, что это невероятно разные книги.
Кто-то не читал их из лени, кто-то не читал их из вредности, но те, кто читал, не безразличны навсегда и к ним, и к их автору. И она слышит, она многое слышит. Ведь это не она, это мы, читатели, высекаем искры из стоящих книг. Редакторы просмотрели, а читатель увидел. Вот, например, есть там такая сцена, где Зулейхе Муртаза будет Зулейху, чтобы она шла топить баню, и у него на подбородке напрягается очень нервная ямка. И читатель пишет: ну как же, он же с бородой. Там не может быть ямочка. Но я ямочку все-таки оставила, эту ямочку, подумала, ну хорошо, она в таком месте, что борода снизу, наверное, так вот наросла. Но, в принципе, читатели такие бывают внимательны. Главное то, что, конечно, читатели порой видят, простраивают связи, которые даже сам автор не простраивает. Они видят порой гораздо больше автора. Если читатель внимательный, читатель чуткий, то он начинает жить в тексте, и он сам связывает между собой какие-то куски этого текста. Для него эти символы значат совсем иное, нежели для автора, и текст заново рождается в голове у читателя. Вот когда вот такое происходит, когда у читателя вдруг какие-то возникают мысли о тексте совершенно не те, которые я закладывала, но совершенно логичные, да, действительно, можно подумать и так, вот здесь я начинаю радоваться, потому что это означает, что текст живет. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. На этом у нас все. Бу атнаның яңалыклары менә шулар иде. Алдагы көннәребез куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Март – это такое время, когда зима уже прошла, а весна еще не наступила. Какая погода ожидает нас в ближайшие 7 дней марта месяца, узнаем из нашего прогноза. На северо-востоке Татарстана в начале недели осадки не ожидаются. Ночные температуры минусовые, а днем уже стабильный плюс до 3 градусов. В четверг и в пятницу выпадет снег, а в выходные – снег с дождем. На юго-востоке ночные температуры опустятся до минус 6, среднедневная температура плюс 2. Временами будет наблюдаться снег. В субботу и воскресенье синоптики обещают дождь. В центральных районах в основном без осадков. Солнце все чаще будет проглядывать из-за туч и прогревать воздух. Дневные температуры плюс 3. На юго-западе в первой половине недели осадки не ожидаются. В четверг и в пятницу снег, а в субботу и воскресенье дождь. На северо-западе и в Казани ночные температуры опустятся до минус 6, днем от 0 до 2 градусов тепла. В четверг и в пятницу синоптики обещают снег, а в выходные – дождь. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. Будьте предельно внимательны. До свидания.